У нас эфир. Улыбаемся. В эфире. Уважаемые коллеги, здравствуйте. Я Юранева Людмила Григорьевна, председатель Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Сегодня в рамках РМО будет проведена групповая консультация для учителей начальных классов по подготовке обучающихся к ВПР. В частности, мы рассмотрим вопрос специфика применения критериев для оценки заданий ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру. Уважаемые коллеги, давайте следить за тем, чтобы микрофоны были у всех выключены. Итак, хочу напомнить, что 19 января 2022 года состоялось совещание руководителей республиканских методических объединений. Ректор КОМИ Республиканского института развития образования Галина Александровна Кайгородская отметила государственные задачи по ведению обновленных ГОС и сделала акцент на том, что сегодня важным занимает вопрос формирования функциональной грамотности учащихся. Я укажу на некоторые акценты в данном вопросе, и мы перейдем к вопросам ВПР. Итак, на сайте КРИРО справа можно найти баннер следующего вида, который сейчас на экране «Функциональная грамотность». Приоритетной целью государственной образовательной политики является вхождение Российской Федерации в десятку лидеров стран по качеству общего образования. И вот одним из направлений выступает формирование в системе общего образования функциональной грамотности обучающихся. В нашей республике утвержден региональный план мероприятий, который направлен на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. КОМИ Республиканский институт развития в этом году определен организацией, которая обеспечивает интеграцию в системе повышения квалификации и методической поддержки педагогов, методологии и методического инструментария формирования оценки функциональной грамотности. Международные исследования, которые вы видите на экране, PISA, TIMSS, PIRLS, сравнительные исследования в области образования год за годом подтверждают, что российские учащиеся сильны в области предметных знаний. Но трудности возникают тогда, когда эти предметные знания в ситуациях, приближенных к жизненным реальностям. И вот в связи с этим одной из задач профессионального сообщества становится разработка национального инструментария, технологий, которые будут способствовать формированию функциональной грамотности учащихся. Напомню, что основными составляющими функциональной грамотности является математическая грамотность, читательская, естественно-научная, финансовая, глобальные компетенции и креативное мышление. Выработаны статьи, постановления, приказы на эту тему. Система оценки качества подготовки учащихся проходит через ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, национальные исследования НИКа и международные исследования, о которых я говорила ниже, TIMSS, PISA и PIRLS. Вышел приказ в этом году от 17 сентября 2021 года Министерства образования об утверждении регионального плана мероприятий, которые будут направлены на оценку функциональной грамотности учащихся.
Что такое?
балла, когда мы выставляем отметку 2 по ВПР по русскому языку. И далее вы наблюдаете, что вот максимальную пятерку можно получить за интервал набранных баллов от 33 до 38. Как я уже отметила, всероссийская проверочная работа по русскому языку состоит из 2 частей. И когда мы с вами проверяем эту работу, мы заполняем вот такую таблицу. И теперь поподробнее. Как выглядит наша всероссийская проверочная работа на готовых листах, когда ребята записывают на первом уроке диктант и выполняют 2 грамматических задания. Далее идут, как я обозначала, проверку различных разделов русского языка по фонетике, по орфоэпии, по графике и лексике. И вот попутно я сразу хочу заострить внимание на проблемных заданиях в нашей школе. В частности, это задания, которые вызывают затруднения по работе с текстом. Это определение темы и главной мысли по прочитанному тексту. Следующей проблемой является у ребят деление текста на смысловые части, составление плана текста. То есть мы с вами вспоминаем, что всероссийская проверочная работа – это своего рода диагностика. И вот как раз составление плана, планирование деятельности связано с развитием регулятивных универсальных действий. Одно из затруднений испытывают наши ребята в постановке вопросов по содержанию текста и умению отвечать на них, подтверждая, естественно, ответ примерами из текста, то есть находить доказательства. Также к проблемным заданиям относится умение распознавать значение слова, адекватно формулировать значение слова в письменной речи. Испытывают затруднения ребята в умении распознавать имена существительные в предложениях, определять их грамматические признаки, как у имен существительных, так и у имен прилагательных. Причем, почему испытывают ребята затруднения? Потому что если мы обратим внимание на формулировку задания, мы должны, ребята, выписать из 7-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они употреблены в предложении. Как правило, это имена существительные не в начальной форме, а значит, получается имена существительные с предлогами, и потом, выписывая данные существительные с предлогами, они должны определить род, склонение, число, падеж выписанных имен существительных. Вот на данном этапе пока наши испытывают дети затруднения. Также это связано задание на умение, трудность испытывают ребята на умение распознавать имена прилагательные в предложении и определять грамматические признаки. То есть имена прилагательные они находят, а вот указывать грамматические признаки затрудняются. И было, если помнят учителя-стажисты, было задание на распознавание глаголов и определение грамматических признаков. И мы очень рады, что вот это задание из всероссийской проверочной работы убрали. То есть сейчас осталось только задание на выписывание из текста глаголов в той форме, в которой они употреблены. И мы заодно видим с вами, что ребята могут получить за это задание только 1 балл. В специфике у нас в системе оценивания проверочной работы приведена вот такая подробная таблица. Это, конечно, очень помогает, да, для оценивания. Я думаю, что вы с ней прекрасно знакомы. Я просто пролистаю вам по заданиям баллирования. Вы обратите внимание, что задания разные и по трудности, и по содержанию, поэтому, конечно, баллирование тоже различается. Это от 1 балла до 7 максимальных баллов. Ну и мы постепенно с вами приходим к вот такой таблице, которая называется «Система оценивания выполнения всей работы», с которой мы уже с вами знакомы, где учитель, уже оценив и расставив определенные баллы, подсчитывает общий итог выполнения ВПР по русскому языку и
задача перевести в отметку. Какова специфика оценивания ВПР по русскому языку? Ну, во-первых, итоговое оценивание мы можем назвать щадящим. Почему? Ну, потому что, вы сами понимаете, от 30 до 38 баллов получить пятерку гораздо проще, чем, предположим, только за 38 баллов. Далее. Баллы в диктанте из части 1 и в практической части 2 суммируются. Мы с вами знаем, что ребята по-разному выполняют эти задания. Кто-то достаточно хорошо пишет диктант, но затруднения испытывает в грамматических заданиях. Кто-то, наоборот, достаточно хорошо владеет грамматическими заданиями, прекрасно знает правила, но, к сожалению, не умеет применять на практике, и, как правило, диктанты у таких детей, ну, баллов набирают ребята меньше. А в сумме баллов достаточно для того, чтобы получить хорошую оценку. В связи с этим получается часто, что результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку выходят выше годовой отметки по предмету. Ну и у многих, так скажем, членов администрации возникает вопрос, почему так хорошо пишут ВПР? А вот причина. Потому что само оценивание является щадящим. Какие советы можно предложить вам? Не переключается, да. По оцениванию ВПР. То есть, во-первых, конечно, проводить диагностику проблемных зон. Но не секрет, что каждый учитель начальных классов в 4 классе готовится к всероссийской проверочной работе и по русскому, и по математике, и по окружающему миру. Следовательно, мы с вами работаем по специальным методическим пособиям. Очень удобно использовать демо-версии. Ну, есть у нас образовательные порталы, на которых очень большая информация по подготовке к всероссийским проверочным работам. Когда мы работаем и видим какие-то проблемные зоны, мы их, конечно, стараемся отработать. Каким образом? Это индивидуальная работа. То есть вы увидели, что в классе ребята, достаточно большое количество, не справляются с определением грамматических признаков имен прилагательных. Значит, даем как можно чаще такие карточки, на которых ребята определяют эти грамматические признаки. Эту индивидуальную работу можно организовать на уроке, можно после уроков, можно в группах. То есть есть у нас ребята, консультанты, мы их называем, которые владеют в совершенстве данным умением, и они могут проконсультировать, опять же, и на уроке, и, если это позволяет, да, если вы щедры на 5 минут, чтобы уделить время индивидуальной работе в данном ресурсе, то, пожалуйста. Конечно, это работа с родителями. Вы на родительских собраниях обязательно знакомите, уже, наверное, в 3 классе, что в следующем году нам предстоит написать серьезные работы, диагностические работы. Знакомите с тем, что эти работы направлены на диагностику развития универсальных учебных действий наших детей, что ни в коем случае эти оценки за всероссийские проверочные работы не влияют на итоговые отметки, которые получают наши дети по результатам 4-летнего обучения по данному предмету. Возможно, у вас есть какие-то свои наработки, поэтому вы можете в чате, который у нас работает, как задавать вопросы, так и поделиться, может быть, какими-то интересными наработками. Мы будем рады это узнать от вас. Вот. На этом я закончу. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Ивановна. Значит, слово сейчас я предоставлю Хабаровой Юлиане Валерьевне. И Юлиана Валерьевна осветит вопрос специфика применения критериев для оценки заданий ВПР по предмету математика.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хочу с вами рассмотреть материалы всероссийских проверочных работ по математике. Всероссийские проверочные работы выстроены с позиции планируемых результатов. Что это значит? А это значит, что каждое задание подобрано под изученный материал. Я вам пролистаю слайды, в которых обозначены эти планируемые результаты. И рядом с ними прописаны проверяемые умения. Например, умение выполнять арифметические действия. Это мы изучаем с 1 по 4 класс. Дети должны уметь показать, как они умеют вычислять выражения, несколько действий. Или, например, умение исследовать и распознавать геометрическую фигуру. Дети должны показать знания формул, периметров и умение их находить. Хорошо. Умение решать текстовые задачи. В данном случае это задачи с именованными числами. Дети должны показать, как они могут переводить одни единицы измерения в другие, составлять план решения и вычислять. Во всероссийских проверочных работах по математике каждое задание может быть оценено от 1 до нескольких баллов. Например, задание умение решать задачи в 3-4 действия. Если ребенок правильно рассуждал, то он получает 1 балл. Если он преобразовал и вышел к правильному ответу, еще 1 балл. То есть в сумме получается 2 балла. Но если ребенок только смог правильно рассуждать решение задачи, но в вычислении допустил ошибку, то он может получить 1 балл. Так как всероссийские проверочные работы проводятся уже не 1-й год, то были выявлены задания, в которых ученики очень часто испытывают затруднения. На слайде представлены данные задания, и вы их можете посмотреть. Одно из умений, которое вызывает большое затруднение, это задание номер 5. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Для этого ученик должен уметь вычислять периметр треугольника, квадрата, прямоугольника или вычислять площадь прямоугольника и квадрата. На протяжении уже многих лет тема нахождения периметра геометрической фигуры является одной из самых сложных тем. Эта тема имеет практическое применение, поэтому без практики научить учащихся вычислять периметр довольно-таки очень сложно. Трудность выполнения данного задания заключается в том, что наши дети могут изображать, находить периметр у традиционных фигур. Но если дать им геометрическую фигуру в нетрадиционной форме, то есть изменить ее, то у них возникает проблема. А как же найти площадь или периметр? Вот, например, это задание дано у вас на слайде, и вы его видите. Для решения данной проблемы учащимся необходимо тренировать свои умения и навыки, конечно же, через практику. Мы вам предлагаем следующие способы решения данной проблемы. Да? Угу. И давайте подробнее поговорим о каждом способе. Самый, на наш взгляд, полезный ресурс – это использование образовательных порталов. Образовательный портал «Сдам ГИА, решу ВПР». На данном портале задания разбиты по блокам, точно так же, как в всероссийских проверочных работах. Это очень удобно, так как если, например, западает умение вычислять периметр геометрической фигуры, то мы можем обратиться в блок 5.1, где ребятам предлагается выполнить подобные задания. Использование индивидуальных карточек, в которых включаем задания не только на нахождение площади и периметра, а также на формирование вычислительного навыка. Математические диктанты. Угу. Эти математические диктанты разноуровневые, то есть они могут быть как для слабых учеников, точно так же и для сильных учеников. А еще можно использовать различные тренажеры на вычисление периметра и площади, которые повышают мотивацию, которая влияет на качество знаний. Рассмотрим следующие задания, где у учащихся возникают проблемы, трудности. Умение решать текстовые задачи в 3-4 действия.
При этом в задании 8 необходимо выполнить действия, связанные с использованием основных единиц измерения величин. С данным заданием справляется меньшее количество учеников. Почему же у детей возникают трудности? А потому что наши ребята не умеют выстраивать логику, последовательность решения задачи, не умеют выбирать действия, которые нужно им совершать, не могут прописать пошаговое решение. Какие же пути решения в данной проблеме мы можем им предоставить? В интернет-ресурсах есть образовательная платформа учи.ру. На данной платформе есть вкладка ВПР, которая направлена на отработку западающих умений. То есть ребенок дома, во внеурочной деятельности, после уроков, на уроке на этапе рефлексии может заходить на данный портал и отрабатывать западающие умения в виде тренажера. В данном тренажере задания разбиты по блокам, как и во всероссийских проверочных работах. Например, это решение задач в 1-2 действия, задачи с величинами 1-2 действия, также задачи с величинами в 3-4 действия, логические задачи и так далее. Хочу вам показать на примере одного типа задания. Вот, например, при решении задачи 3-4 действия ребенку предоставляется иллюстрация и задача, написанная с величинами. В данной задаче ученик должен пошагово определить, что ему необходимо найти в первую очередь, во вторую очередь. Далее ученик должен прописать решение пошагово, выбирая, какие действия он будет совершать, какое пояснение он будет выбирать по данному решению. И в конце придет к ответу. В результате, если ответ будет неправильный, то его ответ загорится красным цветом. Это говорит о том, что ребенку нужно выполнить работу над ошибками. Рассмотрим задания номер 10 и 12. Данные задания направлены на овладение основами логического и алгоритмического мышления. Но если в задании 10 ученик должен уметь перерабатывать информацию для выбора решения, то в задании 12 выстраивать решение. Оба эти задания четко показывают, как ребенок усвоил универсальные учебные действия, такие как классификация, выделение главного, подбор основания и так далее. На каждом уроке, независимо от предмета, мы должны учить детей универсальным учебным действиям. Эти задания относятся к категории повышенного уровня, однако мы должны научить детей справляться с этими заданиями через овладение универсальных учебных действий. Во многих школах всероссийские проверочные работы обозначены как итоговая работа промежуточной аттестации. Поэтому всероссийские проверочные работы – это показатель уровня обучающихся, которые готовятся перейти на следующую ступень обучения. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юлиана Валерьевна. И мы сейчас передадим слово Титенковой Анне Юрьевне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе МБУ Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 1. И Анна Юрьевна нам представит вопрос «Специфика применения критериев для оценки заданий ВПР по предмету окружающий мир». F5 нажмите. Сейчас. Так, подключаем Татьяну Ивановну, да? Угу. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я продолжаю знакомить вас с особенностями всероссийских проверочных работ. И сегодня буду рассказывать об окружающем мире. И если вы обратили внимание, то в логике наших выступлений, моих коллег и моего дальнейшего выступления, мы постарались действительно проанализировать эти работы, чтобы учитель четко понимал,
к какому результату он должен привести детей, какой результат должны получить наши дети, и чтобы каждый учитель четко осознавал, как выстроить свою работу для того, чтобы работы детей были успешными. Ну вот для начала все-таки я предлагаю обратить ваше внимание на документы, на основании которых определяется содержание проверочных работ. И вот курсивом выделила для вас. Первое, на чем основываются составленные работы, это федеральный государственный стандарт. Дальше обязательно основой является примерная образовательная программа. Ведь именно на основе образовательной программы мы выстраиваем свои учебные рабочие программы. Дальше обратите внимание, что содержание учебника это тоже является основой. То есть это говорит о том, что материал максимально приближен к знаниям, умениям, которые формируются на каждом уроке. Давайте посмотрим, как выстроена работа в проверочных работах по окружающему миру. Итак, данная работа представлена в двух частях. Первая часть содержит 6 заданий, причем часть этих заданий представляет собой материал, где необходимо ребятам что-то подписать, что-то добавить, либо просто выбрать предлагаемые варианты ответов. И лишь одно задание в этой части предполагает, что задание выполнено будет представлено в развернутом ответе. А вот вторая часть, это, хотя здесь содержится всего 4 задания, но каждое из этих заданий как раз именно направлено на то, что ребенок может показать все свои универсальные учебные умения, умение представлять текст, умение развернуто его высказывать, выкладывать, грамотно оформлять. Ключевые особенности всероссийских проверочных работ начальной школы, то есть на что они направлены? Конечно, во исполнение федерального стандарта. И вот особо обращаю ваше внимание, тоже выделено курсивом, что важно, что отбор представленного материала отражает наиболее значимые аспекты подготовки ребенка, ученика, как с точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования. Вот Людмила Григорьевна начала выступление с того, что ключевые сейчас позиции и акценты расставлены таким образом, что весь процесс образовательный должен быть направлен на то, что дети должны овладеть функциональной грамотностью. Вот как раз с точки зрения обучения в дальнейшем это функционал, с точки зрения продолжения образования, с точки зрения применения в повседневной жизни это тоже функционал. То есть не просто выучил и не просто научился, а сумел это применить. Вот поэтому и всесоюзные проверочные работы, они тоже как раз в том числе отслеживают, насколько наши дети овладели функционалом. Еще хочу обратить ваше внимание, что вот уже второй год в проверочные работы включены задания из Национального банка исследований качества образования НИКО. Они тоже как бы отслеживают, насколько с позиции универсальных учебных действий наши ребята справляются с теми или иными заданиями. Вот в качестве примера давайте посмотрим, а какие из этих заданий относятся вот именно к этим категориям. Ну вот одно из заданий, оно находится в первой части проверочных работ по окружающему миру. Это работа с картой. Вот если мы проанализируем это задание, то однозначно можем сказать, ребенок, который владеет умением работать с картой, считывать информацию с этой картой, значит, распределять ее, классифицировать полученные знания, считав информацию с карты, это однозначно ребенок сможет продолжить образование на более высокой ступени, потому что работа в картах присутствует как в географии, как в истории и так далее. Следующее задание. Вот если мы его глазками пробежимся, то обратим внимание, что это задание, которое связано с повседневной жизнью, потому что здесь необходимо, чтобы ребенок представил свои знания и умения по работе с информацией, которая связана с профессиональной деятельностью человека в обществе. То есть данное задание проверяет, насколько наши дети владеют информацией о профессии, насколько они могут рассказать об этой профессии, то есть повседневная жизнь. Вот, пожалуйста, направленность именно на это. Следующее задание.
если мы пробежим глазками по этому заданию, посмотрим его, то это задание, вот как раз оно взято из банка заданий национальных исследований качества образования. То есть здесь однозначно прослеживается, что ребенок должен применить освоенные универсальные способы. То есть умение работать с информацией, умение сравнивать, умение делать вывод, находить причинно-следственные связи и на основании этого выполнять это задание. Предыдущий коллега, который представлял работу по русскому языку, Татьяна Ивановна, она обратила ваше внимание на кодификаторы. Кодификатор – это документ, в котором содержатся темы, описание, структура, типы заданий, объем тем, которые представляются в всесоюзных проверочных работах. Так вот, если мы посмотрим с вами в описании работ по окружающему миру, то мы четко видим, что здесь представлены все основные темы, которые проходят с 1 по 4 класс. Ничего лишнего здесь не обозначено. Ну и подводя итог тому, каково содержание проверочных работ, мы четко здесь можем увидеть. Я думаю, что я сумела это вам представить и доказать, что однозначно отслеживаются метапредметные умения у каждого учащегося, ну и, конечно, предметные. Теперь давайте посмотрим на систему оценивания выполнения отдельных заданий. Вот если проанализировать представленные задания и систему оценивания, которая прилагается к работам, то мы видим, что каждое задание не оценивается в 1 балл, а оценивается в несколько баллов. То есть мы можем отследить, выполняя оценку работы, а на каком уровне у ребенка освоены знания и на каком уровне он умеет их применять. То есть если по большому счету суммировать и посмотреть работу выполнения каждого ребенка, то однозначно каждый из них может набрать достаточное количество баллов, потому что, ну, действительно, не зря же он ходил в школу, и он действительно может показать определенный уровень знаний и умений. Вот поэтому, посмотрите, какой разброс в баллах. Если самый низкий уровень – это 7, от 0 до 7, то наиболее высокий – это 32 балла, да, самый высокий уровень. Но, тем не менее, для среднего уровня, для выше среднего уровня достаточно баллов. И это как раз показывает, как ребенок учился, как он осваивал эти знания. Ну, теперь давайте посмотрим на задания, которые при анализе, ведь уже всероссийские проверочные работы, так и хочется сказать всесоюзные, да, уже идут не 1-й год. И поэтому вот в нашей школе, я полагаю, что и учителя других школ, они обязательно анализируют выполненные задания, обязательно проводят глубокий анализ тех заданий, в которых были затруднения у наших учащихся. И, наверное, все-таки искали не только причины этих затруднений, но и искали пути, а каким образом детям помочь. Но вот на протяжении многих лет, к сожалению, пока вот мы отслеживаем тенденцию, где в окружающем мире западают следующие задания. Вот задание, которое выше было вам представлено, в том числе, как задание, которое представляется, взято из Банка национальных исследований. Значит, в чем, собственно, трудность у наших детей в этой работе? Первое – это работа с информацией, потому как здесь читав эту информацию, а вычленить главное, взять то, что необходимо для того, чтобы выполнять это задание пошагово дальше. И следующая проблема, она наиболее, так сказать, вот, ключевая. К сожалению, наши дети не умеют составлять текст описания по предложенной проблеме. Вот в этом состоит самая важная проблема. Что же делать? Каким образом можно предложить поработать над этой западающей проблемой? Ну вот первое. Обратите внимание, что, к сожалению, не так часто в наших учебниках представлена та формулировка, которая дается в всесоюзных проверочных работах, всероссийских проверочных работах. Вот насколько ребенок понимает и осознает формулировку, вот оттуда начнем, да? Вот важно, чтобы ребенок оттуда пошел в свою работу. Дальше. Как формулируется ответ? Согласитесь, что для того, чтобы составлять письменные ответы, у нас есть для этого задания и в русском языке, и в литературе, и в других предметах, где мы должны учить детей формулировать ответ, идя от самого вопроса. То есть в нем находятся ключевые слова, из которого составляется ответ. И вот в этом, к сожалению, у наших детей возникает проблема. То есть наши дети этому не научены. Вот стоит на это обратить внимание. Следующее задание, которое, к сожалению, попадает в ранг тех, которые
с проблемами наши дети справляются, да? Ну вот казалось, вроде оно несложное задание. Задание, которое предполагает знакосимволическое изображение информации, и чтобы дети могли это считывать, комментировать, описывать, составлять небольшие тексты описания по предлагаемым знакам. Ну вот опять, в чем проблема? Ну, наверное, проблема прежде всего состоит в том, что не так много знаков встречают наши дети в своей жизни, или, может, мы не обращаем внимания наших детей на эти знаки. И поэтому, да, скорее всего, здесь действительно вариативность знаний этих знаков и умение эту информацию в этих знаках считывать. Вот в этом состоит проблема. Ну и в чем же, наверное, как можно подготовить детей и выполнить эту работу? Конечно же, опять работа с текстами. То есть не просто проговорить, что этот знак в устной форме, что он обозначает, для чего он может служить, где, в каких моментах он может присутствовать, а именно об этом рассказать. Сначала в устной форме, а затем представить эту запись и в письменной форме. И самое главное, четкая формулировка составления ответов на то, чтобы описать данный предложенный знак. И это можно использовать буквально на любом уроке, ну, вот для того, чтобы в качестве актуализации знаний и для того, чтобы отрепетировать, отработать материал составления текстов. И еще одно задание, которое, вот, честно говоря, с одной стороны, вызывает недоумение, в каком плане, что а сколько же мы времени тратим на то, чтобы говорить о нашем регионе, о том, чем интересен, чем богат наш регион. Наиболее, как вот кажется, что столицу назвать нашего региона, что проблема, что ли? Но тем не менее, однако, наши дети очень часто путают столицу государства и столицу нашего региона, особенности каких-то моментов, которые отличаются непосредственно государство в целом или отличительные моменты нашего региона. Вот в этом опять как бы проблема, которая высвечивается из года в год у наших ребят. Ну вот что здесь можно посоветовать для того, чтобы поработать над этим сложным материалом? Ну, во-первых, конечно, знаниевая сторона. То есть мы должны нашим детям неоднократно в разных формах, в разных предметах рассказывать о том, особенность нашей республики, чем она знаменита, как она в памятниках, может, запечатлела какие-то определенные моменты. Дальше. Обязательно использование самых разных текстов, работа с этими текстами. Вот даже взять русский язык. Ведь можно подобрать в русском языке такой текст, который относится именно про нашу республику, где рассказывается об особенностях республики, о памятниках республики и так далее. Это тоже ведь будет своеобразной подготовкой к выполнению этого задания. Дальше. Творческие задания. Мы часто ведь работаем над тем, чтобы выполнить мини-проекты, информативного плана какие-то задания. А вот если почаще включать именно на эту тему направленные материалы, это ведь тоже будет своеобразной подготовкой. Ну и, конечно, опять работа с текстом в плане его письменного составления, текстов повествований, текстов описаний, текстов рассуждений, где дети доказывают, что они знают, что они умеют и каким образом могут это применять. Ну вот, заканчивая свое выступление непосредственно по материалам проверочных работ окружающего мира, я бы все-таки хотела, если позволят мои коллеги, немножко подытожить о том, о чем мы говорили. Людмила Григорьевна меня поправит, если что-то, или дополнит. Вот смотрите, риторический вопрос. Стоит ли детей готовить к этим работам? Вот здесь, мне кажется, надо подойти к этому вопросу с двух позиций. С одной стороны, мы с вами знаем, что эта работа диагностическая. То есть она дает информацию о том, на каком уровне дети освоили начальную школу, на каком уровне они готовы переходить в следующее звено, какие проблемы у них возникают, чтобы передать этот банк данных для учителей старших классов. Где-то что-то, может быть, не освоено, не уложилось в головах у наших детей. Учителя на основании этого анализа продолжают работу. С другой стороны, как уже указывали мои коллеги, во многих школах локальным актом утверждено, что это не только диагностическая работа, но это работа итоговая промежуточной аттестации. То есть это показатель того, на каком уровне дети четко освоили программу и на основании чего мы можем говорить, освоена программа, или она плохо освоена, или она хорошо освоена. Вот если с разных позиций подходить, то вроде бы как диагностика, то, может быть,
действительно готовить и не надо в такой вот серьезной степени, что да, мы увидели проблемы, передали эти проблемы, учителя работают дальше. А вот если подойти с позиции образования, вот здесь подготовка действительно должна быть. Но вопрос в том состоит, а как готовить? Ведь мы не зря говорим о функциональности, не зря мы говорим о межпредметных связях, и не зря мы говорим, что федеральный стандарт, он однозначно в первых рядах для нас, учителей, ставит задачу. Универсальные учебные действия. Это основа. Значит, соответственно, и мы должны с вами, учителя, посмотреть. Не выбираю задание и его дрессирую с ребятами, а потом вновь даю выполнить, а подбираю такой набор заданий, которые в какой-то степени идентичны, в какой-то степени модифицированы, но они отвечают тем заданиям, которые предложены в работах. И кроме того, ну вот давайте мы переведем немножко в жизненную ситуацию. Вот мы взрослые люди. Ситуация. Я пришла и мне необходимо написать заявление. Ну, я просто такую ситуацию в жизни попадала в свое время. Мне необходимо написать заявление в какую-то там инстанцию. Лично у меня сразу возник вопрос, интересно, в какой форме-то это писать? И когда мне предложили форму, я вспомнила. А ведь дети наши тоже попадают в такую ситуацию. Материал 4 лет. Их надо собрать, их надо повторить, эти материалы. Их надо каким-то образом, может быть, поработать над ними. Вот поэтому и подготовка должна состоять в том, что не просто пробежаться и повторить эти задания, а где-то напомнить в плане, может быть, каких-то моментов, которые вот именно так должны выглядеть, оформление, ну и так далее. Вот поэтому я призываю вас, уважаемые коллеги, действительно четко еще раз просмотреть, что требуется при выполнении всероссийских проверочных работ, и постройте свою работу именно так, чтобы ребенок не попал в просак в плане того, что «ой, я это забыл», а чтобы для него всероссийская работа была комфортным материалом для выполнения и показания своих знаний. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анна Юрьевна. Но действительно хочется сказать, что это диагностика не только предметных, но и метапредметных результатов, да, которые у нас заложены в рамках ФГОС, это первое. И действительно все задания связаны с метапредметными результатами. Значит, и с регулятивными универсальными учебными действиями, и с познавательными в большей степени, да, и с коммуникативными. То есть это действительно так. И мы знаем, что очень много материалов по подготовке предлагается учителю, да? Очень много версий, демо-версий. И здесь, конечно, в рамках урока можно так построить работу дифференцированно, потому что дети у нас разного уровня в классе, мы же это все знаем. И поэтому я думаю, что в таком качестве подготовка нужна. Это первое. И причем не в 4 классе. У нас подготовка к ВПР идет с 1 класса. Мы когда изучаем звуки и буквы? И со звукобуквенным анализом мы встречаемся на ВПР. Да, на ВПР. Уважаемые коллеги, мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча не прошла даром, что наши педагоги, которые имели возможность проводить ВПР не однажды уже в своей практике, поможет вам то, что сегодня было представлено. Но нужно сказать, что все педагоги отметили то, что система оценивания в рамках ВПР совершенно иная. Она действительно щадящая по сравнению с той общепринятой системой оценивания в рамках общеобразовательной школы. Вот это нужно учитывать. Если ребенок написал диктант на 2, то вторую часть, тестовую часть, он обязательно выполнит и наберет баллы на 3, на 4 отметку. И не нужно пугать ребенка этими работами, да, что там он напишет на 2. Обязательно ВПР. Спасибо большое, что вы сегодня были с нами. Спасибо большое за внимание к этим очень насущным вопросам. Большое спасибо всем нашим коллегам, которые углубляются
поработать с этим материалом всем остальным. И мы желаем вам успеха, вам и вашим детям в сдаче всероссийской проверочной работы. Спасибо большое. Татьяна Ивановна, у нас есть вопросы в чате? Мы не видим. Так, вопросов нет или есть вопросы в чате? Нет вопросов. Вопросов нет. Спасибо большое, что были с нами. Всего доброго. До свидания.